Физлицо, осуществляющее предпринимательскую деятельность без образования юридического лица. Это и есть ИП. И, конечно, должны быть в наличии все необходимые документы, которых нет у владельцев этого салона красоты. По крайней мере, их не видно. Как оказалось, сотрудники налоговой службы и экономического отдела городской администрации были здесь и раньше. Выявленные тогда замечания не устранены. Владельца салона на месте не оказалось. Уголок потребителя Андрея, что повесили. Почему нет? Я же не хозяйка. Я говорил хозяину, говорил вам, когда вот работники здесь были, что повесили, передали начальству. Никаких действий, значит, да? А это улица Джабагиева. Здесь уже сотрудники городской администрации продолжили рейдовое мероприятие по выявлению лиц, осуществляющих незаконную предпринимательскую деятельность. Поочередно заходя в каждый магазин, они первым делом просят показать патент. В ответ владельцы оправдываются – забыли дома. Это как раз и есть одно из нарушений. Уголок потребителя должен находиться на видном месте для покупателей. Сами предприниматели, увидев камеру, просто покидают место торговли или просят не снимать. Название фиатики. Секрет мод. Секрет мод. Секрет, да? Патент, заявление же уже патент, но должен налогу позвонить может. Налоговики с нами, они не допустятся. Ну а этот торговый павильон приятно порадовал визитеров. У самого входа покупатель здесь может увидеть разрешение на торговлю, право собственности и другие документы. Куриш Катиев признается, своим делом занимается уже 6 лет. В вопросах предпринимательства очень строг, как и к мерам противокоронавирусной инфекции. В ходе рейда проверяют и документы на земельные участки, и объекты капитального строительства. Выявлять незаконных предпринимателей сотрудники городской администрации начали с 7 декабря и продолжат эту работу вплоть до новогодних каникул. Мы проходили уже с 7 числа, у нас по плану проходят эти мероприятия. Выездные комиссии выезжали порядка 4-5 раз. За это время выявлено 7 объектов незарегистрированных, без документации. По ним проводится работа со стороны налоговой инспекции. То, что касается администрации города, проводим профилактические беседы для постановки на учет лиц, так как это является нарушением административным по статье 14.1. Люди должны, если занимаются предпринимательской деятельностью, ставить на учет. Они могут получить льготы в связи связанные с карантином. Там есть некоторые послабления по этому поводу. Незаконная предпринимательская деятельность, упомянутая в статье 14 Кодекса об административных правонарушениях, которая влечет за собой штраф до 2500 рублей. Амина Бокова, Адам Бережков, Адам Далаков. Новости 24.